Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшевшара. Сегодня в программе в преддверии праздника Абхазия готовится отметить 22-ю годовщину Победы и независимости. В честь героя второй гаусской школе присвоено имя Жансуха Муратия. Рентгеномобиль для диспансеризации Минздрав приобрел передвижной комплекс. Абхазия готовится отметить 22-ю годовщину Победы и независимости. К празднику подготовлен ряд мероприятий. 30 сентября в 6 вечера на площади Свободы столицы состоится одно из них – театрализованное представление с элементами реконструкции событий Отечественной войны народа Абхазии Аяйра Атурых. Впервые в театрализованной постановке будут задействованы тяжелая военная техника и авиация. Мероприятие станет кульминацией празднования 22-й годовщины Победы. Завершит вечер концерт с участием звезд абхазской эстрады. Праздничный концерт в честь 22-й годовщины Победы прошел во Дворце культуры в Гульрипшском районе. В мероприятии приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, главы городов и районов, депутаты парламента, а также представительные делегации из Турции, России и Украины. Репортаж Елены Лолуа. Она стала одной из трагических и одновременно героических страниц в новейшей истории Абхазии. Республика сумела отстоять свою свободу и добиться международного признания своей независимости, отметил в своем выступлении президент Рауль Хаджимба. Это день, который мы приближали в период войны и ждали его наступления. Мы получили независимость и должны все сделать для того, чтобы сберечь эту страну, сберечь свой народ. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником. Желаю вам всем мира, добра, счастья. День Победы был выстрадан невероятными усилиями и долгой борьбой, потери родных, близких, друзей. 30 сентября войдет в историю абхазского народа как символ его героической борьбы за право свободно жить и развиваться в независимом демократическом государстве. От каждого жителя Абхазии и их упорного труда зависит успешность социально-экономического развития страны, отмечали выступившие. Благодаря нашей победе совершилась справедливость на этой земле. Наш народ победил. Невольно вспоминаются слова Владислава Григорьевича I, нашего главнокомандующего. Мы шли на смерть ради того, чтобы жить. Я надеюсь, что мы все вместе возьмемся за созидательный труд и в скором времени построим такую страну, которой будет завидовать весь мир. Поздравили народ Абхазии гости из Турции и России. На праздничном концерте выступили детские, хореографические и вокальные коллективы. Елена Лолуа, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Сегодня в столице республики прошла генеральная репетиция военного парада к 22-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. На генеральной репетиции присутствовал главнокомандующий вооруженными силами Абхазии президент Рауль Хаджимба и министр обороны генерал армии Мираб Кишмария. 30 сентября в параде примут участие подразделения абхазской армии и военнослужащие 7-й российской военной базы, дислоцированной в Гудауте. Военный парад пройдет у парка боевой славы в центре Сухума. Сегодня в оборонном ведомстве страны состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Победы. Приказом министра в честь праздника группе офицеров были присвоены воинские звания. Отличившиеся были награждены памятными медалями и почетными грамотами. Министр обороны, герой Абхазии, генерал армии Мираб Кишмария поздравил с Днем Победы личный состав и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Поздравляю вас с 22-й годовщиной Победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. День Победы – праздник, который объединяет все поколения. За победу над грузинским фашизмом Абхазия заплатила огромную цену. В нашей стране нет ни одной семьи, которой война обошла бы стороной. У каждого своя память об этой войне, своя боль, потерь, своя история победы. Поэтому 30 сентября – это поистине национальный святой для каждого из нас праздник.
преддверии праздника Победы в новом микрорайоне столицы по улице Аргун был открыт памятник 13 защитникам Абхазии, погибшим в боях с грузинским агрессором. Все они до войны жили на этой улице, были друзьями. Средства для строительства были собраны семьями бойцов и их соседями. Церемония открытия памятника прошла в торжественной обстановке. Однополчане рассказывали о боевом пути погибших героев. Дети читали стихи, посвященные воинам. В канун 22-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии вторая Галская средняя школа отмечает 115 лет со дня основания. Этот праздник совпал с еще одним событием. Учебное заведение отныне будет носить имя кавалера ордена Леона, жителя села Тамыш Джансуха Муратия, сотрудника СГБ, погибшего в результате террористического акта в Гале в июле 2008 года. В свое время Орджоникидзе здесь проводил собрание революционеров. Здесь были чайные плантации, здесь был лес. И на этом месте было потом принято решение после обращения, многократного обращения жителей села Второй Гал к кутайскому губернатору. Со второй попытки было принято решение создать школу для местного населения. Эти и другие исторические подробности о школе Ахрак Виквискири собирал по крупицам из различных источников. Второй корпус здания был построен 115 лет назад. Школа сильно пострадала во время войны, поэтому эта ее часть сегодня не функционирует. Занятия в учебном заведении начались практически сразу после войны. В настоящее время в школе обучается около 800 учеников. День основания учебного заведения совпал с еще одним событием. Отныне вторая Галская средняя школа будет носить имя Джансуха Муратия. Джансух Владимирович занимался меценатством. Он за свои карманные средства покупал спортивный инвентарь. В каждые праздники приходил, дарил их учащимся, организовывал различного рода турниры с участием учащихся. Джансух Муратия трагически погиб в 2008 году в результате теракта. Он был на тот момент начальником Галского районного отдела СГБ и занимался поиском и выявлением бандитских формирований. Как принципиального и умеющего доводить начатое до конца, запомнили Джансуха Муратия коллеги по работе. Находясь в Багранатраде, здесь в тот период не так просто было, и жизнь в Гальском районе не такая была. Так называемые незаконные формирования со стороны РГ, когда проникали на территорию Абхазии, мы по мере своей возможности, своими силами пресекали. И вот он один из тех ребят, который стоял впереди. Ни одна операция в Гальском районе без него не проводилась. Бесподобный был сотрудником. Те задачи, которые перед ним ставились, он выполнял в срок, и у него не было. Вот не смог, не получилось. Целью дерзкого теракта в центре города была попытка бандгрупп дестабилизировать обстановку в Гале. Во время отдыха в одном из кафе, где были и гражданские лица, взорвалась мусорная урна, в которой была заранее заложена бомба. В результате, помимо Джансуха Муратия, погибли еще 3 человека. Место, где произошло это страшное событие, находится в нескольких метрах от школы, которая и названа сегодня именем Джансуха Муратия. Мы можем сегодня с гордостью назвать, что имя Джансуха не забыто. Как не забыты имена тысячи тех, которые в военное время и после войны погибали, чтобы воцарился мир на Гальской земле и во всей Абхазии. Джансух Муратия погиб в 37 лет, не успев создать своей семьи. Всего несколько месяцев он не дожил до долгожданного признания независимости нашей страны. Символично, что школа будет носить имя Джансуха Муратия. Ведь ради мира и будущих поколений погибли он и его товарищи. Не один наш брат здесь голову сложил. Многие сложили здесь голову. Да пусть будет эта земля всегда расцветает. Пускай хотя бы частичечку, что он вложил, была оценена. И мы благодарны тем, что вот его имя носит сегодня школа с сегодняшнего дня. Мы благодарны тем, кто это оценили. За заслуги перед Родиной Джансух Муратия посмертно награжден орденом Леона. Нала Мукпасаида Кухава, Абхазское телевидение. По заказу Минздрава Абхазии предприятие Севкав Рентген-Д изготовило передвижной рентгенодиагностический комплекс, который вместе с передвижным центром здоровья и передвижным стоматологическим центром будут проводить диспансеризацию населения страны. Передвижной рентгенодиагностический комплекс обошелся Минздраву Абхазии в 13 миллионов 700 тысяч рублей.
будет создана передвижная мобильная группа. И в частности, в составе вот этих 3 комплексов, передвижных комплексов, которые, значит, позволят нам проводить обследования на местах, в селах наших районов, и в том числе труднодоступных. Мы уже в рамках нашего приказа создали эти мобильные бригады. И буквально вот с ноября месяца текущего года мы начинаем вот выезд в Ткварчальский район, где запланированы все обследования. То есть еще раз хочу сказать, что с помощью того оборудования, которое расположено вот в этих 3 машинах, мы будем проводить флюорографию, рентгенографию органов грудной клетки с целью диагностики, ранней диагностики, в том числе онкологических заболеваний, туберкулеза, а также будем производить маммографию, электрокардиографические, ультразвуковые и другие обследования. Накануне празднования 22-й годовщины со Дня Победы представители компании «Аквафон» вручили подарки родителям погибших воинов, жителям города-героя Ткварчала. А Музею боевой славы города оказали финансовую помощь в размере 50 тысяч рублей. В Музее боевой славы города-героя Ткварчал хранятся, можно сказать, самые сокровенные вещи. Они в единственном экземпляре и как нельзя лучше дают представление о тех, кому когда-то принадлежали. Преподаватель географии подарил в дар музею компас восточного бойца. Сегодня буквально тоже мама принесла вот этот лифчик боевой, куда ее сын патроны ложил. Это Багаева Эдуарда, мать. Вот она сейчас буквально сдала, и сейчас теперь надо тоже положить, и вот уже количество у нас еще растет, у нас экспонатов. На стенах фотографии погибших в Отечественной войне народа Абхазии, ткварчальцев и уроженцев Ткварчальского района. Молодым защитникам Родины в свои годы предстояло столкнуться с самым сложным испытанием в жизни. Говорить слова благодарности родителям, воспитавшим поколение победителей, важно, ведь именно они смогли вложить в них чувство истинного патриотизма. И очень трудно было стоять перед ними, говорить какие-то слова, но тем не менее их реакция, их и благодарность в их глазах еще раз показала нам, насколько это было важно. Это был важный выбор. Они ждут от нас этого внимания, и для них очень важно, чтобы мы каждый день говорили им, не только на День Победы, насколько для нас важен подвиг, который совершили их дети. Они отдали свои жизни ради того, чтобы мы не свернули с пути, который они для нас выбрали. Представители компании «Аквафон» поздравили матерей и отцов 47 погибших воинов с наступающим праздником. Им вручили букеты цветов, поздравительный открыток и конверты с материальной помощью в размере 3000 рублей. Финансовую поддержку оказали и самому музею. 50 тысяч рублей будут направлены на его нужды. По словам директора Нанули Матуа, в первую очередь будет создан стенд, посвященный жертвам Ладской трагедии. В этом году республика отметит 22-ю годовщину Победы. Для отцов и матерей, братьев и сестер, потерявших в этой войне своих родных, день 30 сентября вызывает особые чувства. Дай Бог, чтобы всегда мы праздники встречали и всегда радовались. Но для нас это большое горе. Мы никогда не забудем своих детей. Вечная память им. Большое спасибо вам, что вы не забываете нас. Финансовую помощь музею также оказала администрация города. Ткварчал – один из ярких примеров стойкости. Город-герой устоял перед натиском врага, выжил в полной блокаде. И даже в те тяжелые времена потерь были и обретения. Это здание родильного отделения Ткварчальской центральной районной больницы. Работает она с 1937 года, а значит уже 78 лет. Во время войны больница не прекращала свою деятельность. Акушерка Барфана Пкин говорит, здесь тогда на свет появились 427 младенцев. Падали эти бомбы,
2 раза у нас во дворе больницы, и женщин в подвал выбирали. А я с детьми, 8 детей было, у нас гардероб такой маленький. В этом гардеробе положила, я с ними отсидела, пока не перестали бомбить. О том, чтобы хоть ненамного улучшить условия в роддоме, позаботилась компания «Аквафон». Ее представители привезли сюда 20 комплектов постельных принадлежностей. Работники роддома такому вниманию, конечно же, рады. И мы огромное спасибо говорим, конечно. Мы, знаете, сами вот эти матрасы, деньги слаживались после войны, никто не менял. И чтобы обновить женщины, чтобы чисто лежали, мы сами покупали материалы и шили. У нас даже швейная машинка стоит. В с виду неприглядном отделении роддома есть необходимое оборудование, говорит заведующий отделением Элисок Варча. В здании, нуждающемся в капитальном ремонте, несмотря ни на что, работает сплоченный коллектив. За год здесь на свет появляется около 100 новорожденных, а они – будущее нашей страны. Асида Мали, Астамургошба, Абхазское телевидение. Указом президента Приднестровской Молдавской Республики медалью за укрепление международного сотрудничества награжден президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагуля. Сегодня награду ему вручил глава официального представительства Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба. 2 сентября исполнилось 25 лет со дня образования Приднестровской Молдавской Республики. Этот праздник широко отметили не только в Приднестровье, но также и в братских республиках, в том числе и в Абхазии. Большая группа граждан Абхазии была награждена различными наградами. И в тот период, когда проводились эти мероприятия, Геннадий Леонидович отсутствовал в республике. Вот сегодня представилась такая возможность выполнить поручение руководства страны и вручить Геннадию Леонидовичу награду. Это медаль за укрепление международного сотрудничества. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 65 рублей 55 копеек, евро 73 рубля 27 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 19 градусов, днем 30. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.